Ребята, доброе утро. Выезжаем на рыбалку, ребят, 15 июня. Вчера был день рождения, выходил в стрим. Спасибо, ребята, кто посетил стрим, пообщались. Спасибо за поздравления. Блин, не выспался, ребята. Где-то что-то в час лег, в 5 уже подъем. В общем, ребят, деревня, сборы. Жду Женька и коллегу, ребята. Едем на кордон, на рыбалку на пару дней. Попробуем половить езя. Прям планово, ребята. Посмотрим. Вода упала. Третий день, ребят, как стоит тепло, за 20 градусов. Возможно, будет шевелиться. Рыбалка будет интересная. Для меня впервые на такую наживку, ребят. Будем все показывать, рассказывать. Короче, ребята, сборы. Женя уже где-то мчит с Сыктывкара. Деревня, ребята, 300 метров течет река возле меня. С утра уже птицы. Начало лета было очень холодное, дождливое, друзья. Ну вот потихоньку пошла картошка уже выходить. Алена Сергеевна даже тут, смотрю, уже окучивать начала. Рассада, смотрю, пробилась. Ну что-то, ребят, зашевелилось. Слава богу. Так как картошка — это второй хлеб. Переживали, что померзло все. Но вроде как будто бы все более-менее. Все зацвело, запахло. Лето. В 7 утра. Температура, друзья, уже 18 градусов. Все шикарно. По традиции показываю, ребята, свою погрузку, разгрузку. Две сумки. Блин, крутые, ребят, сумочки. Вообще балдею. Вот у меня еще одна сумка. И сейчас заказал еще одну сумку, ребята. И заказал ведро. Тоже из ПВХ под фидер. Здесь что-то у меня... доночки, снасти. Здесь гаджеты, газ, там антикомарины, всякое разное. Пару канис, заскочим на заправку, продукты, вещи. И взял, ребят, закидушки. Буду пробовать на вот эти соски. Попробую ловить езя именно на них. Деревенские коты. Коты раз, коты два. Провожают. Ну, ведро прикормки, друзья. Ну вот и Женек. Пойдет такая люстра. Все, друзья, грузимся, уезжаем. Ну что, выскакиваем. Полетели. Даже как настроение? Пушка. Погода, друзья, погода самое главное. Наконец-то что-то у нас более-менее лето. Я хотел же купальник взять. Купальник. Ну да, пляжи там шикарные на самом деле. Ладно, все, полетели.
Привет, привет, привет. Как там дела у тебя? Красавчик, красавчик. Добрались, ребята, до Олега. Все, у Олега уже заряжено. Красава, тоже все уже ждет. Что-то Олег не встречает. Ух. Все. Молодцы. Что там, дорога, по-моему, пофигу, Женя, да? Ну, Привет. слушай, привет, да? Здорово. С прошедшим. Да, спасибо, спасибо. Ну это как его, Жек? Так, друзья, ну что, все. Сейчас выдвигаемся на реку. Женя на ПВХ. Мы с Олегом, получается, на вельботе. Ну, все по старой схеме, друзья. Будем подниматься, проверяем ловушки на миногу, достаем наживку. Какие-то пляжи уже будем заряжать донками. Будем все готовить. Живец, продольники. Ну, сегодня планово, вот точнее за этот выезд планово порыбачить езя, ребята, летнего. Середина июня, 15 число. Посмотрим. И интересная наживка будет, ребят. Я лично никогда даже не подумал, что можно так рыбачить. Олег это ловит, и все классно. Конечно, у Олега красота, ребята. Порядок, чистота. Прям молодцы. Ну все, ребята, увидимся на реке. Да, друзья, водичка хорошо упала. С последнего заезда, друзья, мы подъезжали вот сюда, к траве. Вот смотрите, как открылась. Вода прям четко упала. Даже будет проблема подниматься. 24 километра нам. Хорошенько упала, да, брат? Угу. Весной, когда я к тебе заезжал, в кусты уперся. Конечно. Потом тот заезд мы тут были. Андрюх, пошли метку посмотрим, когда мы уезжали. Ну да, вот прям порядком, ребята. Прям хорошо, песочки открылись, блин, красота. Прям красота. Ну вот, короче, когда мы уезжали, где-то примерно вот, наверное, вот так вот было. Да. Когда первый раз ездили. Да. То второй раз побольше вода. Побольше вода, она прибывала, вот да. это вот сейчас упало за неделю, вот что я ходил, наблюдал. Вот, кстати, тоже видишь следы, сюда загоняют. Ага. Потому что там мелко, вот это сейчас бугорок перешел, спокойно ты уже можешь. А ты вроде у тебя здесь, да, если что? Я могу раздеть босиком. Ну. Тихо, не спеши, Олег. Пошла разная. Давай. Отлично. А что это не взял? Книжку что не взяли? Книжку тоже сюда писали. Читать. Так, ну что, парни пошли ставить машины. Разгрузились, загрузились. Женька будем забивать по полной, там вся провизия и так далее. Ну и тут у нас с Олегом, конечно, тоже вещи. Не знаю, идем на двух. Так что посмотрим. Ну, мне кажется, все нормально будет. Должны подняться. Когда вода вот упала, ну, как-то так. По-другому никак.
Погнали потихонечку. Аккуратненько. Сейчас глаз да глаз. Ну что, потихонечку поднимаемся и уже доходим до ловчих мест, где будем рыбачить. Провели сейчас, кстати, одну ловушку. У нас снизу там стоят, Олега. 15 штук попалось, ребят. Минок всего лишь. Слабенько. Кстати, Олег ездил в одного, ребята. Сейчас на неделе рыбачил. Тоже вода большевата была. Плохо клювала тоже, говорит. 3-4 килограмма, говорит, он привез. Там, в общем, там щучки тоже, изи. Ну, в общем, как обычно, друзья. Вот это ориентир открылся, на который оборвались. Вот она, оказывается. Но мы, чтобы вы понимали, ребята, по весне начинали там, потом где-то здесь. А вот Олег сейчас заезжал вот откуда, ребята, видите? И уже водичка упала. Ну, пляж интересный. Он должен дать. Он должен дать. Я босиком, ребят. Летом стараюсь ходить босиком. Вообще не важно. По кустам, по камням. Во-первых, массаж ног. Это очень полезно. Для кровообращения. Потому что зимой в этих ботах ходишь. Нифига. У нас Олега ломанула, спина что-то щелкнула. Сейчас лечить будем. Доставать что-нибудь, таблетки какие-нибудь. Вот в лес, кстати, тоже едешь. Надо хотя бы какую-то, ребят, медицину с собой иметь. Понятно, что на избе есть все, но при дороге мало ли. Андрей, у меня есть какая-то аптечка, оказывается. Сейчас будем лечиться. Что-то у нас тут палочки тут раз оставляли. Что-то нету. Кто-то, что ли, проезжал, рыбалил. Погодка, друзья, ребят, стоит вообще огонь. Лето, жарко даже. Но будем возвращаться, будет похолодание, опять же. Будет похолодание. Так, на день, ребят, заряжаем по одной миножке. Все равно решили ставить. Так-то бы как будто бы рыбалка вечером. Ну, будем ставить, потому что лето, может, крупный окунь. Посмотрим. Все-таки, а?
Первый пощел. Обязательно губу, ребята. Ну, без фанатизма тоже. Сильно так не надо рвать. Чтобы жила побольше. Играла. Привлекала. Ну, под спиночку. Сюда куда-то ее. Раз. Погнали. — 23 метра. Ну вот у нас тут 4 на пробу. Ну вода прям она. Коряк, ребята, очень много. Мы уже с Олегом раз ударились. Хорошенько так прилетело. По-другому никак. Коряк, ребята, очень много. Мы уже с Олегом раз ударились. Хорошенько так прилетело. По-другому никак. Номерочки все подписаны. Очень даже удобно, потому что по каждому пляжу здесь нужен своя дистанция. Вот сейчас метра два больше, и там уже все дрова. Опять зацеп? Сука! Дистанцию, ребята, вот цепляемся. Надо понять. Вода большевата, еще не видно, блин. Летом-то понятно, они тут все как на ладони. Ну, там ясь-то весь и плавает, блин, зараза. Так, друзья, ну что, смотрите, на что будем рыбачить езя. А езя будем рыбачить на комбикорм. На комбикорм, ребята, смотрите. Вот такие резиночки. И просто одеваем крючочек. Вот так вот. Хватает на 1,5 часа, легит, потом размывает. На низ миногу. Но это будем рыбачить когда ночью. Хорошо сидит тут, блин. Ну тут можно еще, Олег. Вообще смело. Даже подальше. Чистота, смотри. Донку имеешь в виду? Конечно. Вообще, А говорю. кормушки ставить будем? Ну вот где-то здесь и будем бодать. Их. Здесь, Я их и поставим. Пару волжских. Все-таки поставим. Я вот привез их. Хочу здесь попробовать. Пенопласт. О. Тогда вот течение попало все-таки, да? Да, да, есть. Потому что я ведь тогда тоже здесь... У меня было заморожено в прошлой рыбалке. Пакет более-менее, братан, возьми. Этот грязный уже. Сейчас посмотрим, если что, да увлажним. Пшено здесь и заводская. Но это будем уже когда рыбачить ночью. Это так чисто. Да, надо увлажнять. Высохло уже. Ну, здесь на пробу комбикорм и пенопласт все-таки привез. Ну, его все-таки ловят на пенопласт леща. А здесь все-таки ясь. Будет работать, не будет, посмотрим. Короче, как-то так. Здесь две. И здесь доночки поставили. В прошлый раз, помните, друзья, я здесь ставил. В этом месте ези тут попадались. Пляж здесь прям работал классно. Ну, рыбалка будет вечером. Сейчас пока вот так. Так, чисто, ребята. Пробные. Недалеко здесь. Здесь глубоко. Нормально. Ну, это уже ночью будем кормить. Тут, ребята, на пробу еще 3. Ну, это вот мои вот эти тверские кормушки от Гарика рыболова. Попробовал, заказал себе вот на сезон.
Потому что фидером бывает рядом сидишь, и вот такие просто рядышком поставил. Тоже бывает, работает. Ну и вообще это, конечно, волжская тема. У нас, мне кажется, тоже будет работать. Там 2, тут 3. Где будет шевелить, там и буду ставить все рядом. Ну на этом песке мы будем с Олегом рыбачить ночью. 100%. Так, что мы на избу? Женя, кстати, заходил сейчас в лес. Рогатульки вырубал. Грибочки какие-то есть. А у нас, кстати, сегодня, ребята, мы не троем. Сабанай Серый сейчас подъедет с другой деревни. Мы будем 4 балдеть. Огонь. Так, друзья, мы уже в районе избы. Ставим здесь же 5 донок и обедать. А вода уже, да, братик? Поперли. Уже вода днем, блин, жрут. Опа. На сережку ее. Вот, в общем, ребята, вот так она плавает и приманивает. Ну, друзья, как-то так. Тут у нас получилось 6. Обычно с Олегом здесь 4 ставили. Короче, решили добавить. Пляж меняется. Чтобы вы понимали, ребята, по весне, когда заезжали, вот от того куста мы начинали ставить. Представляете? То бишь нас груза падали даже. Вот где лодка стоит, даже ближе. Сейчас где я хожу, здесь налимы плавали. Изи. Так что вот как-то так. Так, парни поехали посмотреть там бутылки на продольник. Вода там упала, надо сейчас мешки перетащить. Подвинуть, посмотрят. Ну а я на избу. Вещи выгружаем. Готовим обед. Сегодня, ребят, на обед борщ. Огонь. Ну, здравствуй, изба. Да, вот так, ребята, видите, в сезоне, как у меня получилось. Познакомился с человеком и начал ездить вот сюда. Сколько я здесь? 2 недели не было мне здесь. Так получается. Олег здесь жил. Генеральную уборку, говорит, сделал. Все четко, говорит, убрался. Помыл полы, ребят. Сейчас будем разгружать вещи, продукты, как обычно. Кордон, ребята, здесь золотой. Как обычно, все опять ничего не взяли. Просто ничего не взяли. У меня, слушай, ну у меня сумка холодильник, Олег, но уже чуть подтаяла. Понял. А это что с ништяком будем делать? А это вечером забодяжим на ужин. Схрон, да, учил? Да. Жек, смотри, что сделать. Это на общее, братан. Давай, я в схрон утащу сразу, приготовим, я все утащу в схрон. Термос там на дровах, увидишь сейчас. Термос на дровах, он помытый. Неси сюда его, будем ложить. Все, что размораживается. Вот, смотри, какие ништяки, пацаны. Вот это надо просто... Ты снимаешь? Да. Вот это надо кушать. Все. Не пиздошить, а кушать. Чисто, ну, это сейчас уже в теплице. Я понял. Вот, короче, это как его, как мы любим. Блинчики с творогом, Жень. В слезах. Возьму, привез антикомаринов. Олегу, потому что жрать будут. Леший вроде неплохой. Тоже. Так что, ребята, понятно, в избе он рапторы включаем в электричество, а в лесу попутаем. И вот еще вот таких пластинок привезли, чтобы было. Так, ребята, немножко, ну как обычно, обзорщика заехали. Это уже коронное место, ребята, здесь уже меня определили, пацаны. Кстати, кто-то там писал, Олег, как там писали? Ваше место, говорит, возле параши, да? Да, но это мы вечером уже поговорим. Здесь, ребята, я кайфую, здесь вот такой обзор, блин, просыпаешься, круто. Это как типа летняя пристроечка. Разгрузились по кухне, все, достали
продукты, что-то в схрон, кстати, прячем. А в земле у Олега есть как бы такой, как холодильник. Да. Вот. Все по местам. Что-то туда, что-то здесь, что будем кушать. Тут понятно. Женек у нас уже в наряде. На картошку. Сейчас будем готовить борщ. Ну, в принципе, Три все. наряда вне очереди уже получил сегодня? Да. Да. Время как раз, ребята, обед. Вот. Ну, в принципе, все. Навезли вкусняшек немножко. Я вам сколько раз говорю, ребята, мы отдыхаем, рыбачим и также балдеем. Олег привез свои напитки, немножко пива там. Ну так, жарко все-таки. Морсик он самое главное. Да. Морсик обязательно. Каждый заезд Олег привозит банку. Разбавляем, получается 6 литров. Блин, вообще огонь. Холодненький прям, четко. Ну все, что, готовим, ребятки. Обед и за живцом. Живец. В принципе, по борщу, ребята. Картошка, это уже завозим готовые, ребята, уже как на борщевой набор. Закатываешь. Там лучок, морковка, свекловка. Девки наши делают, молодцы. И уже не надо тут что-то свеклу резать. Все, ребята, уже готово. Вот такой шмат мяса. Будет много мяса, картошка. Сейчас я его зажарю изначально, чтобы было все красиво. Поджарим мы его. И будет четко. Вот такой, ребята, шмат. Не знаешь, шкуру, наверное, я срежу все-таки. Так, кость. Тут у нас... ребра, ребята, ребрышки, да, так идут. Интересный кусочек. Угу. Я понял. Еще немножко замерзшая. Да, вот тут косточка идет. Косточка. Одного я уже претендировал. Взяла, ебать, я говорю, да заебала ты купишь. Это, конечно, одного. Инновационная формула практически не вызывает сонливости. Супрастинекс. Наука против аллергии. Мяско, ребят, немножко поджарил, чтобы вкуснее было. И все, да. Вот будет борщ, конечно, у нас наваристый. Жень, там аджика искусная. Ой, не аджика это, а хрен. Давай к борщу все положим. Тут никогда не хватает. Сколько ни приедет, мне никогда лишней жизни не хватает. И 8 утра сколько раз здесь было. Ну все, ребята, На один вообще 3 секунды сейчас, и борщ будет готов. Звезды. Аккуратно, братан. Такой наваристый получился. Такой шмат там мяса, там, конечно, лютый. Блин. Вот так, ребята, сегодня будем обедать. Все нарезано. Помазухи всякие вкусные. Лучок. И борщичок. Ну так, что. Что там мясо?
Еще? Хорош. Давайте, мужики. Ну а что, за днюху сейчас или вечером? Сейчас? Да вечерком. Давай, Или давай. завтра что. Так что вчера поздравили, спасибо всем, что. Пообедаем, что. За рыбалку, за движуху. Давай туда. Будем. Пару донок там докинуть, конечно, надо. С Добринском. Ну это Женя так предполагает, но я думаю, что мне кажется, будет хуйней заниматься Жень. Тратить много. Если немного нормально дернет, не надо. Можно поставить. Если не будет, то, конечно, зачем тратить? Вот такой борщец, ребята. Классно. Ну что, покушали? Время-то, ребята, идет, блин. Время уже 3:30. Офигеть. Вот я тебе говорю, как заезжаешь, как будто бы у тебя столько времени есть. А времени не хватает. Серега, кстати, не спустился к нам. Значит, планы меняем и наверх пока мы не поднимаемся. Наверх будем подниматься завтра. Едем ловить живца, продольники, щуколовки, там немножко донок. И потому что уже к вечеру будем сегодня ехать рыбачить. Завтра, друзья, по планам. Ну, завтра будет завтра, а пока, ребята, на солнце 35 градусов. Анапе привет. Ребята, пообедали, называется. Смотрите, посуда вымыта, все четко. Вот такой режим строгий, да? Хорошо. Или особый? Особенно строгий. Особенно строгий. Ребята, одевать не буду. Забродники. Олег говорит, прошлую рыбалку, как ты, говорит, без сапог? Я говорю, ну я привык их закатывать и все. Подарок мне сделал. Буду примерять, ребята. Понятно, что жарко. Ну, без сапог тоже никак. Так что, брат, спасибо тебе. Буду одевать. Попробуем по-другому, ребята, поймать. Да я полную высыпал, что? Ничего страшного. Сейчас на ванилечку, братан, понял? Сделаем красиво. Вот так вот. Вот у Олега, ребят, такие закидушки. Специально, чтобы ловить мелочь. Кормушка. Такие маленькие крючочки. И 2 поводка. Сейчас будем пробовать. Вот видите, ребят, Олег за сколько времени уже все сделал, уже все пробовал, как лучше. Потому что на фидер, он говорит, я не рыбачу, Андрюха. Ну, это то же самое, как фидер. Будем пробовать сейчас. Вот, кинь сюда, братан, ну. Сейчас что-нибудь попробуем. Ага. Что-то, блин, видимо, непонятно.
Как-то так, ребята, это делается. Ветерок поднялся, блин. Как не кстати. Кабаны. Сейчас перехожу тоже, короче, слышишь? Чего? Сейчас закину. Надо, значит, ниже немножко спускаться. Мелочь какая-то подсела, наверное. Прикормка заработала сразу. Начала. Вот прикормка как работает. Обури! Обурить, да, брат? Обури! Это прикормка, брат. Понимаешь? Прикормочка. Я вижу теперь уже, конечно. Вижу, он какой-то входит, этот, как его, пластин какой-то слепил, Женя. Там у тебя брат клюет. Давай, брат. Дуплетик. Красиво. Чего я не чувствую, как сошла. Нет, есть. Ага. О, пойдет, смотри. Идет. Самый то. То, что нужно, да, согласись? Да, конечно, конечно. Среднячок такой. Чего у нас там Женька занимается, только непонятно. Не знаю, Женя ловит, не ловит. Зачетный живец. Есть, да, уже. Угу. Отлично. Женя едет. Наверное, не клюет там. Да, сюда бы маленький фидерочек, конечно, поудобнее бы было. Ну, зато не занимает место вот такая мотовилка, ребята, и все. Чтоб понимали. Намного удобнее. Пока, брат. Засыпь, засыпь. Ага. Че, в натуре, да? На удочку? Прям там в лужу уебал. Бля, вот на такой глубине. Вот так вот, ребят. Надо щукровку. Конечно. Там, наверное, вы набрали тоже? Ну, сейчас вот давай садишься. Здесь мы уже раскрывали. Это там подлещик, то подъязик. Тут совсем другая рыба. Тут совсем вообще другая рыба, да. О. Бычок, что ли, нет? Согласен?
Дело прошлое, друзья, начинаем потихоньку расставляться. 12 штучек на продольник. На продольник. Шестерка даже попалась. Опа! Лещ! Да нет, там ель. Ага. Это есть. Окунь. Кушок. Пойдет. Пойдет. А кушок Ну, на пару. А что нет? а чё нет-то? Четко зацепился, Андрей. Побаловались на закидушки, ребят. Ну, мы наловили, что надо ставить. Время-то идет. Женя у нас остался на флягах. На флягах, на закидушках, на фляге гремит, вон, значит, что-то ловит. Ну, мы тут недалеко спустили. Уже бутылка, ребят, заряжена была с грузом. Соответственно, уже все было готово. Ну что, заправляем, как обычно. Все по старой схеме, друзья. Палка, как и поплавок, так и распрямитель всего продольника. Все, затаскиваем, ребят, крючки. 12 крючков. Это конкретно на щуку. Будем пробовать. Когда заезжали, ребят, первый раз вода была большая, мы ставили вот там. У нас там 2 щуки попалось. С налимом даже. Сейчас немножко сместили. Чё? Да она икряна, потому что. Ну, короче, ребята, вот как-то так. Ну что, у нас 2 продольника, затягиваем. Вот такие, ребят, серьезные динарники. Олег рыбачит на динарнике, кстати, щуку. Ни на двойники, ни на тройники, на динарнике. Вот так привык. Все получается, так же ловят. То бишь, основная это что, просто веревка, да, капроновая какая-то, да? Да. И уже от воду, ребята, сначала из лески 0,5-0,6 и просто там самый дешевый поводок китайский. Даже, наверное, блядь, 0,8, Да. по-моему. Да, не выдерживает. Олег насаживает через ноздрю. Ну, уже, ребят, кто смотрел предыдущие серии, так скажем, наших путешествий тут на кордоне, тот видел уже. А так, новые люди. Продолик не огружен. Получается, работает по всей толще воды. Такая схема. Щуковки или летние жерлицы. Отрегулируй. Да-да-да. Сам смотри, как тебе нравится. Приготовлю потом. Примерно вот так, наверное, поставим. Где-то в кусты, то бишь у нас есть стычки, где-то втыкаем в берег, где-то вот такие свисшие деревья, к ним привязываем. В общем, смотрим. Вот такие коряжнички тоже, щука тоже любит. Съездили, ребята, проверили ловушку сверху. Сколько тут, братик, у нас? Пойдет, да? 44 крупных, а мелкие мы там не считали, может даже штук 10. Короче, ребята, наверху у нас ловушка сработала. И приехал Серега. Почему-то очень поздно. Дела, говорит, были. Но все-таки приехал. Ну что ты? Братик. Здорово. Как? Блять, поздравляю тебя с днем рождения, Спасибо. блядь. Спасибо, брат, спасибо. Желаю тебе всякого, блядь. Уже 500 лет. Ой, ебаный в рот, блядь, месяц уже. Месяц, да, уже не Ровно, виделись. блядь.
Так, друзья, ну что, на кордоне. Время, блин, у нас уже, ребята, 9 час. Мы хотели с Олегом 8 уже выезжать рыбачить, вот только второй продольник закончили. Провозились долго с живцом, но все-таки половили. Поставили щуколовки, донки, 2 продольника. И уже вот, которые у нас стоят, надо ехать там посеять, порыбачить. 9 час, приехал Серый. Они уже там накрыли поляну. Сейчас быстро перекусим и на рыбалку. Что-то замотались уже. Целый день вот так. Блин, заезд это всегда тяжело. Ну нормально, хорошо. Зато завтра будет что посмотреть. О, парни уже согрели борща, салатика рубанули. Сейчас будем ужинать. Уже более 40 лет мы создаем джинсы. Сегодня, получается, ужина не будет, да? Ничего не будем делать? Ну, конечно, когда... Там уже Хочешь? перекус возьмем. Ну, так ты, конечно, всякого есть. Скоряк, если проголодаешься. Ну я там колбаски нарезал, там огурчики. Серый, надо просто немножко торопиться уже. Салат, ну а что? 6 донок не проверенных. Полдесятого только сложу. До полдесятого? Живи Ну, на я имею в виду, светло же все равно. Понятно, но первый А, надо попытку будет, мы наверное, фонарик брать. попётки поморгаем. Ух, ребята, быстро. Поужинали. Аж вспотели все, блин. Все, полетели, ребята. В общем, Олег вот эти донки обрабатывает. Мы на самый низ с Серегой едем. У Сереги, кстати, флагман 380, ребята. Ямаха 9.9. Тоже Ямашка. Мы едем самый вниз, 4, и потом встречаемся там, где у нас все стоит. Мы попробуем порыбачить. На час уже опаздываем. Серега, кстати, подарил подарочек. Спасибо, конечно. Такой примус. Вот, возьмем с собой его, будем чай кипятить там. Покажу потом. Ну, короче, как-то так, ребята. Все. Уезжаем. Погнали? Погнали! На твоем комплекте еще не катался, Серега. Тут аккуратнее, коряги, Серег, сам знаешь. Первый пляж у нас, друзья. 4 доночки. О, Смотри, эту качает. дергает, да? Давай ты эту, я. Как бы она не зацепила. Давай ты эту, я ту. Да? Зацепила, наверное. Не знаю, скорее всего. Кто-то где-то здесь попался, наверное. Сверху или снизу нет, лес какой. У меня идет. Идет что-то. Нет, у меня, говорю, идет. Что-то пока не пойму. Снизу. Бля, дергает. Подожди. Смотри, как прет туда. Братан, туда прет. Тут что-то намотало, блин. Ух ты, слушай. Братан, стерлядка. Стерлядка. Тихо. Тихо. Да. Тихо, она шипастая. Я знаю. Мы, кстати, за сегодня говорили, что этот здесь может хапнуть. Она, смотрю, поперек пошла, слышь. Тихо. Хорошо взяла. Вон, за пылесос. Бестер, наверное. Вот это четко. Вот так. Это четко. Хорошая, да, брат? Хорошенько ты чё? Такие редко попадаются. Есть злодюги. а? Ну давай. Смотри, какая, Как ты приехал, слышишь? Блин, ты смотри, как поперла, а? Удачно приехал. Это к тебе гнилки. Ну да, точно подарок, ребята. Смотрите какая. Вот это бонус. Это бонус. Парни приедут, охренеют, блин, слышь? Олег давно не видал уже, говорит, у себя на кордоне. Так не, когда у нас помельче было. Я смотрю, прет, короче, туда, против течения. Я, ну то что, дергает? Да. Я думаю, либо ты леской дергаешь, ну оно так крепко дергает. Вот она тут колокольчик и скинула, блин. Молодцы.
Вот это экземплярчик. Вообще бомба. Вот это бомба. Вот вам, ребята, ими минога, блин. Охренеть, блин. Охренеть. Да. Вот это круто, конечно, блин. Сейчас вот немножко придется разобраться. Потому что тут непонятно сейчас кто где. Вот так, друзья. Вот такой пуфик. Пуфик кабикормы. Огонь. Огонь. Опа. А да, потому что тут коряги, что-то мы смотрели здесь. Так и решили поставить, Серег. На одну, ребята, еще была поклевка. Вот, смотрите, голову как разбил. Да, повесил. Ну все, тут 4 донки. Вот такой трофей. Трофей, трофей, да. Прям вообще вот, бомба. Ребята, 4 доночки. Какой бонус. Ну это не стерлядь, ребят, это бестер. Это помесь белуги с осетром. Она такая темная, у него другой нос, тут более туповатый. Ну тоже интересно, ребейка очень сильная, мощная. Сильно мощная. Она, в общем, донку тащила прям поперек против течения. Вдвоем держали, можно сказать. Да. Ну там больше двух, друзья, больше двух. Круто вообще. У нас она тогда поменьше была, и то было 2200. Я думаю, сейчас она такая должна быть приличная. Да, четко. Ладно, что, мы едем дальше. Вот так, ребята, как-то приехали на второй пляж. Здесь стоят у нас закидухи, мои вот эти соски, кормухи. Там, блин, комбикорм оставили на том пляже. Серега поехал. Вот такой подарок на день рождения. Ну да, приятный. Я как-то рыбачил, ребята, года 2-3, наверное. Тоже с 13 на 14 июня. На мой день рождения. И меня там вообще порадовали. Вот такие экземпляры. Кто не смотрел, ссылку, ребята, оставлю. Посмотрите обязательно. Возле деревни своей. Ладно, что, будем смотреть. Что тут у нас, как? Лещ? Не лещ? Кто-то есть, вообще нет. Кормить надо, конечно. Блин, я еще бубенчики оставил. Вот дурак, а. Такой баланчик здесь. И вот мы рядышком будем, друзья, сидеть так. Ну посидим, посмотрим. О! Нету смысла колокольчики тоже поесть. Да есть смысл, на избе оставили. Я вот и думаю, что надо законетелиться, съездить, надо кукан взять, там еще что-то взять надо. Гоняй. Сейчас гоняю. О! Это я понимаю. Это пойдет, да? Это пойдет. Так можно жить. Сейчас сделаем немножко комаров. Комаров, ребят, немножко сделаем. Дымовуху. Понятно? Ну что, Вова? Ребят, мы будем все разговаривать. Вот такие планы. Блядь, Саня, Вова и... Это прям вот на здорового живца, понял? На семерку продал. На восьмерку. На щуку. Что, блин, на белую. Че, сидим или что? Не устал ты еще? Давай. Давайте. Ну что, Андрюха, давай. Ну, хотели ночью за твою нюхать здесь играть. Ну, блядь, сейчас на утром, что ли? Давайте, мужики, да, спасибо. Вчера было, конечно. Заезжали тогда. Да ебать уже, все, сейчас увезем. Ну так заведи этот, кривушку. Да нет тут комаров, пацаны, успокойтесь. Да давай тяни, Сергей, отойди. Тяни. Тянись, блядь, ебаный в рот. Вот эта донка зацепила тупо. Ну похуй, Нет, что там нет, зацепило? нет. Хуйня, ничего никто не зацепил. Не материтесь, мужики. Бежать за сучком? Да рано, блядь, я тебе надо было подождать. Брат, давай вот это. Конечно, он только начал комбикорм насасывать. Короче, Андрюха, поехали.
Сейчас вот сейчас Олег достанет. Сачок, давай. Комбикорм там давно смыло, вон там сидит. Сачок. Идет. Нормальный причем. Бля, я на удочку больше сегодня. На миногу, пацаны, на миногу. На миногу, видал? Там, кстати, тоже клюет, вы не обратите внимания. Комбикорм отдыхает, короче, пацаны. Комбикорм не работает, да, еще, Олег? Пашка что-то там наебал нас, так не клюет. Тоже на миногу. Что там? Наливчик? Под язык. Тоже едет. А на что? На миногу. Понятно, миногу ставим, пацаны. Короче, ребята вышли, бродяги. Вот смотрите, комбикорм и минога. Берет на миногу, зараза. Ах, красота, ребята. Белые ночи на севере. Ну, не знаю, чтобы понимали, вот как-то вот так все это выглядит. Ну, в принципе, все видно. На камеру понятно, что плохо. Ну, как-то так. Сидим, костерочек. Такая сушина там лежит. Пилу надо было взять, конечно, напилить. Тишина. Два взял сразу дуплетом здесь. И больше нифига. Сейчас заплачу. И даже ты помочь не можешь, и темнота твоя мне одному совсем ничему. Андрюха, ты хоть не записываешь это? Записывает, он снимает, что не видишь. О, привет. Такое записать надо. О, поклевочка. Приехали, ребята, проверить. Кстати, та же донка, смотри, на которую взяли. Кто-то есть, ребята. Кто-то есть. Опа. Кто-то хапанул. Изёчек. Бля, смотри, на миногу идет. Да, все на миногу, смотри, лупит. Куда отцепился, блядь? На миножку, друзья, да. А вон, смотри, это как его, комбикорм висит. Висит, да. Не хочет. Изёчек, значит, тут тоже. Вот на эту доночку, опять же, друзья. Мы приехали уже завершить, так скажем, свою рыбалку сегодня. Посидели, не клюет там. Вот. Приехали, звенит одна. Вот, еще изёк в копилочку. Чуть по чуть, но щипаем мало-помалу. Что, друзья, едем домой потихоньку. Время у нас утро. Сейчас еще возле избы проверимся и отдыхать. Все, ребята, хорош сегодня бодаться. Устали. Кушок, блин. Окунек на миногу. Уже бедолага кони двинул. У меня окунек. Угу. Заглотил. Комбикорм не хочет. Парни топят избу. Да. Окуньки, конечно.
Ну, жмур уже. Так, друзья, ну что, заканчиваем денек. Трудовой такой прям. Быстро, 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 быстро. Хотели день рождения, ребят, отметить. Вот и отметили. Намотались так, что просто труба. Время, друзья. У нас 1:30. Парни, смотри, печку затопили. Ну да, что-то прохладненько сегодня. Ночью. Ну, проиграли, короче. Ставки были, конечно, капитальные, потому что вот именно ясь, когда вода падает, начинается вот лето, тепло. У Олега прям ясь начинает брать. Именно на комбикорм здесь хорошо. Ну, увы, я так понимаю, что вот эти пенопласт и все, эта остальная система работать не будет. Остаемся на донках, на миноге. Ну, естественно, продольник живец. Порадовал бонус, ребята. Очень приятно, конечно, подержать даже такую ребейку. Здорово очень. Короче, друзья, все, будем отбиваться. Так что до завтра.